Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Багун», в студии ведущая Лариса Волошина. И сегодня, в канун крымского референдума, то есть того неправового действия, которое страна-оккупант называет народным волеизъявлением, мы будем говорить о праве народа на самоопределение. Мы будем говорить о том, что сталось в Крыму, возможно ли было избежать захвата Крымского полуострова. И мы будем, конечно же, говорить о праве крымско-татарского народа на статус коренного народа и о крымской национально-территориальной автономии крымско-татарского народа. Сегодня у нас в гостях Роман Бессмертный, украинский политик, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Беларусь. И первый вопрос у меня к вам вот о чем. В Крыму распространяется на сегодняшний момент некий текст. Он известен всем крымским татарам. Называется он «Политическая технология решения крымской проблемы». Датирован 1996 годом, и авторство приписывается вам. Мне кидали его в личку очень много. Я знаю ответ на этот вопрос, но я просто очень хочу, чтобы вы прокомментировали, что это. Знаете, как только вот я публично или не публично, даже если встречусь с татарами и об этом знают, обязательно появляется этот фейк. И я прекрасно понимаю, что кому-то хочется, вот, чтобы между Бессмертным и моими друзьями, начиная от Ильми Умерова, Джемилева, Чубарова, но я знаю столько друзей. Более того, был такой период в моей жизни, когда я знал даже трактовку имен, откуда они брали, занимался историей. Вот. Поэтому я прекрасно понимаю, что в кого-то есть охота. Вот все время держат напряжение. Почему вас так дискредитировали? Почему? Дело в том, что мало кто знает, но даже Конституция Автономной Республики Крым, она появилась на свет. Я уже не говорю о разделе Конституции Украины. Благодаря усилиям моим и моих соратников и друзей. Это та тема, которой все боялись всегда заниматься. Даже в окружении там Леонида Даниловича Кучмы. И я помню, дело доходило до того, ты вот яшкаешься с ними, вот бери и с ними вместе и делай это. Началось все это с раздела Конституции Автономной Республики Крым. Потом это перешло в Конституцию. Я думаю, что очень хорошо помнят и нынешний председатель Меджлиса господин Чубаров, и на тот момент представитель Совета министров Франчук, как они сидели у меня в кабинете, и парламент ждет голосования, а мы последние статьи собираем в купу, чтобы проголосовать. И в свое время я инициировал и проводил чтения парламентские. Ну и такие вещи, как, скажем, квота представительства в парламент, местные советы, это все в свое время принадлежало мне. И я понимал прекрасно, что это все будут пытаться бить. Причем били с двоих сторон. Как правило, это были россияне и свои. И больше уколов, чем от этничных украинцев в Крыму, я не получал ни от кого. Даже когда я сказал о том, что в Херсоне должна быть создано правительство Крымско-Татарской автономной республики. Это сейчас? Сейчас, да. Поднялся там шум такой тихий, что ты делаешь там и так далее. Но я и сегодня убежден, что это тот вопрос, в котором Украина явно не дорабатывает. И начиная от необходимости сегодняшнего уже внесения изменений в Конституцию Украины по поводу крымско-татарской автономии, формирования соответствующего правительства на материковой части, принятие соответствующих программ, обращение в Организацию Объединенных Наций, потому что есть всеобщая декларация прав человека, но надо помнить, что есть право наций на самоопределение. И я никогда не трактовал крымских татар как коренной народ. Я всегда говорил о том, что это титульная нация. Это не имеет права на державность? Естественно. Это единственная на сегодняшний день нация, которая не имеет своего государства. Я прошу здесь не пугаться никого, потому что нужно разделять государственность крымских татар и их отношения с украинским государством, украинской нацией. Это их право определиться, в каких отношениях они будут с этим государством. В форме автономии, в форме еще какой-то другой. Но это их право. В то же время
Украина и вообще международное сообщество, они не могут не обращать внимания на то, что происходит. Потому что на самом деле это чуть ли не единственный пример в мире, когда существует нация, но она не имеет своего государства. И живет на родине. Да. И сегодня то, что произошло с российской оккупацией Крыма, это вообще вещь, которая требует глубочайшего рассмотрения и изменения коренных подходов к деятельности Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности и так далее. То есть оно еще как-то в рамках Украины создавало надежду на то, что вопрос может быть со временем решен, когда завершится процесс переселения, когда будут решены социальные проблемы. Потому что все же это осталось, оно продолжалось, оно же не закончилось до сегодняшнего дня. Будут решены социальные проблемы, будет открыта проблема возвращения, потому что она же работала фактически только по одной республике бывшего Советского Союза. Все остальное не срабатывало. Вспомните хотя бы эти алматинские договоренности по политических правах, социальных правах, экономических правах. На самом деле они до последнего момента не были учтены. И это все дискутировалось. Но когда Российская Федерация оккупировала Крым, эта надежда вообще растала. И для меня было удивительно, что это не стало как бы главнейшим подходом на рассмотрении Совета Безопасности и так далее. Ну, а преследования, которые ведутся по этническому принципу сегодня в Крыму, вещь, которая в третьем тысячелетии, это сопоставимо с фашизмом, с нацизмом и так далее. То есть, с моей точки зрения, вот эта позиция моя, она все время как бы и вызывает необходимость выбрасывать всякие гадости и, скажем, вбивать клин между позицией украинцев, позицией крымских татар и так далее. Я недавно был в Вене, где в рамках австрийского председательства в ОБСЕ мы рассматривали этот же вопрос. Я просто им рекомендовал, что наступил момент обратить на эту вещь внимание и начать работать по этому вопросу. Потому что, да, здесь уместна дискуссия, серьезный разговор, необходимость принятия международных актов, касающихся войны против украинского государства. Но есть еще вещи, которые вывалились, они за рамки. И сколько мы не пытались поднимать этот вопрос в Минском процессе, его отодвинули. Придумали Женевский формат, его опять отодвинули с этого вопроса. Но, с моей точки зрения, центром работы вокруг этого вопроса должен быть Совет Безопасности ООН и Организация Объединенных Наций как таковая. Есть сообщение, что в 2016 году Верховного комиссара по делам национальных меньшин ОБСЕ не переизбрали по инициативе Российской Федерации, это Астрид Турск, шведка, именно из-за ее позиции по крымским татарам. Вот у меня вопрос, как вообще возможно работать с международными организациями, когда Россия бесконечно блокирует их работу? Надо обратить внимание на то, что и ОБСЕ, и ООН сегодня в огромной степени материально зависимы от России. Или, точнее было сказать так, вчера. Потому что если вы посмотрите, то в ОБСЕ эта позиция вообще огромная. И она базируется не только на материальном обеспечении, но и на огромных политической поддержке, негласной поддержке союзников. И это не случайно. Чехия, мы имеем примеры в Италии, в Испании, в Германии и так далее. Представители движений, которых находятся там. Это во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что ОБСЕ очень зависимо по человеческому фактору. Почему? Потому что большинство людей, которые работают в рамках ОБСЕ, это люди, которые пережили эпоху перехода от гонки вооружений к разоружению. И у них всех существует вот этот комплекс, который за 40, за 50 лет можно решить проблему даже с таким, как Советский Союз.
А с этим-то мы точно уж договоримся. Они считают, что Россия не Советский Союз? Они, к сожалению, до сегодняшнего дня очень мало ставят параллель между Советской империей и империей Путина. И вот представьте себе, когда приходится дискутировать там с 70-летним дипломатом, зубром, который принимал участие в кавычки беру, разрушении Советской империи, да, и он эти заслуги где-то там медалью держит себе на груди, а тут какой-то там молодой парень говорит, что люди добрые, что вы делаете? Вы же возобновляете тот Советский Союз и рассказываете о том, что с Путиным можно договориться. Я уже не говорю, что фраза, расхожая фраза там по типу, да, что такое Крым для Украины? Он никогда не был Украиной. Эта фраза очень расхожая. Она не публичная, не официальная, но вы ее всегда слышите, эту фразу. Это же не случайно, когда до сегодняшнего дня говорят, что, а может быть, там разменяем? Да. Донбасс на Крым и так далее. Это слышишь уже в более широких кругах. И я бы вообще, даже в украинском обществе, бы абсолютно четко отработал позицию. Эту территорию нам наши предки оставили не потому, что они хотели нам ее подарить. Они сказали, мы ее берегли, и вы ее должны беречь. Вот в данном случае украинцы, с одной стороны, татары, с другой, как титульные нации, они должны сохранить за собой право для того, чтобы украинцы иметь свое государство, татары иметь свое государство. И здесь, конечно, я прекрасно понимаю, почему так серьезно Путин и Россия работают против крымских татар. А если вы обратите внимание вот на методологию, на, скажем, то, что делается, то он очень целенаправленно, по методике Советского Союза, противопоставляет... Фашистской Германии один в один. Противопоставляет одного человека другому, один населенный пункт другому, дальше вбивает клинья в общественное движение. Я уже не говорю то, что происходит и происходило последние годы внутри самого Меджлиса. Борьба против руководителя Меджлиса. Сегодняшняя вот вся эта возня. Это типичные совково-кгбистские подходы, как разрушить единство народа. Конечно, в условиях, когда ты находишься в оккупации, когда ты находишься в тяжелейших социальных условиях, тебе очень легко поддаешься на подачки. Это жизнь уже не единожды доказала. Отсюда нужно иметь стальные волю и нервы и умение, как сплачивать это население и народ. Единственное, на что я обращаю внимание, то, что народ, который пережил такие преследования и прошел их, что он способен внутренне противостоять. Потому что выжившие после всех этих репрессий, депортаций и так далее, они все-таки намного сильнее, чем люди, которые жили в определенных там искусственных условиях и имели хорошие условия. И надежда на то, что украинское общество, татары смогут сплотиться и найти ответ. Для этого надо было бы делать вещи, которые, они лежат как бы на поверхности. Я уже говорил о создании определенного правительства, парламента, дальше определенных программах, начиная школьные программы, высшее образование, дальше работа в системе, потому что органу власти нужно готовить людей для работы в системе органов власти. Они должны проходить определенную подготовку. Работа в международных органах, средства массовой информации, современные системы коммуникации, современные технологии и так далее, донесение информации. Я могу сказать, что даже вот такие вещи, как регистрация на континентальной Украине общественных движений, политических партий, которые организационно привязаны к той территории. Там, условно, надо зарегистрировать там, в Николаеве, в Запорожье и так далее, там, организацию региональную, районную организацию, начать работать. Понимаете, как бы там ни кичилась Россия и какие бы способы античеловеческие они не предпринимали, современные системы технологий и коммуникации все равно найдут своего потребителя. Вот, и так далее. И в этом отношении есть где применить.
бюджет. Вот, обратите внимание, были же какие-то маленькие программы, которые касались там обустройства и так далее. Их нужно сегодня переориентировать просто на систему. На материковую Украину вы имеете? И работать по системе коммуникации с теми, кто там остался. Не нужно этих людей оставлять один на один с проблемами, которые они сегодня живут. У нас сейчас на связи Лиза Богуцкая, это блогер, но она очень подробно пока рассказывала то, что происходило в Крыму в тот момент. Здравствуйте, Лиза, вы нас слышите? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу спросить, вот мы сегодня говорим вот канун референдума. Что тогда произошло? Вы очень много писали в тот момент как свидетель того, что происходило. Знаете, я понимаю, что вы можете рассказать нам очень много того, что вы уже описывали и не описывали. Знаете, какой у меня вот вопрос, который меня очень все время беспокоит. Накануне референдума отношение вот того местного населения. Было ли действительно ликование 96%? Как вы это наблюдали? Нет, конечно, не было никакого ликования. Я сразу для себя определила по внешним признакам, что местного населения среди ликующих нет вообще. Это было население, которое было временно завезено специально для этой процедуры. Где-то в течение месяца до этого, 2 месяцев, очень много россиян приезжали, покупали недвижимость, селились в общежитиях, селились где-то, занимали пустые дома, причем недострои занимали, их было очень много. Потом где-то в это же самое время, за 2 месяца приблизительно до всей этой операции, вот это была, опять-таки, я ее называю спецоперация с дарами волхвов, когда якобы привезли в Крым, в нашу крымскую епархию, дары волхвов, и вместе с этими дарами и Гиркин вошел в Крым. Да. Вот. И тогда же началась раздача российских паспортов. То есть все местные, те, кто хотел давно стать россиянином, мог совершенно беспрепятственно, спокойно это сделать. Фактически ничего для этого не нужно было. Просто приходили, получали паспорта и все. Я хочу еще вас спросить вот о чем. Татарофобия. Вы ее наблюдали в тот момент в Крыму перед референдумом, в момент референдума? Я ее вообще никогда не наблюдала. То есть от кого-то... Я имею в виду, я понимаю, что местные жители нашли консенсус. А вот что происходило с этими приезжими? Как это вообще выглядело? Это было опасно? Я не могу вам сказать, что была татарофобия у приезжих. У них была вообще глобально украинофобия. То есть у них была ненависть ко всему, что связано с Украиной. А поскольку крымские татары достаточно быстро сориентировались и выступили за Украину, то, естественно, они попали под этот же самый пресс украинофобии глобальной от тех приезжих, которые вот с гармошками, с матрёшками приехали и сразу же стали рассказывать, что вот там женщина, я прожила здесь всю жизнь на улице Ленина, а другой говорит, я на улице Тургенева всю жизнь отродясь. И вот они переезжали, я за ними ездила специально, за этими коллективами музыкальными, следила, они из города в город переезжали, одни и те же лица в каждом городе рассказывали, что он здесь живет вот всю свою жизнь и мечтал всю жизнь вернуться в Россию. То есть это была такая спецоперация. Не было, конечно, среди местного населения никаких 96%. Максимально, вот по нашим подсчетам, было где-то 30% было точно, где-то 40% уже можно подумать. То есть даже половины не было, кто из местного населения так вот рьяно бы поддерживал эту идею. Но вместе с этим практически сразу были ввезены какие-то, я не знаю, аппараты или что это такое было, что, может быть, какие-то излучатели специальные. Сложно сказать, но тем не менее, в очень короткий промежуток времени, буквально в неделю-две, действительно какая-то началась истерия. Вот очень много местных буквально еще вчера не поддерживал, сегодня он уже кричит, там, я за Путина, я за Россию, это наше счастье будет и так далее. То есть в какой-то очень короткий промежуток времени очень многих людей попытались каким-то образом подавить их сознание. Какой-то гипноз массовый был.
Спасибо. Вот это было. Спасибо, Лиза, спасибо огромное. Ну вот смотрите, вот Лиза очень правильно показала, что не было настроений до референдума. Но как только стало возможно, как люди поняли, что это возможно, вдруг действительно началась массовая истерия и акты какой-то... Это общая тенденция современная и Украины, и у всего мира. Первое, что сделайте, отделите информацию от знаний. Что такое знание? Это определенный набор истин, которые доказываются, которые апробированы практикой и так далее. А теперь представьте, что вы имеете дело 24 часа с информацией, которая набивается, вот как фейк, о котором мы вначале говорили, да, и отстраивает определенные отношения. Вот давайте обратим внимание на момент, в котором мы развивались тогда. Ситуация в Киеве. И так как ее показывали через российские средства массовой информации, которые там доминировали, а в связи с тем, что по языковому принципу потребитель больше склонен это все слушать, он определенным способом развернулся против Киева. Я называю так. С другой стороны, наступает разочарование и безвластие. Вот в звонках и моих разговорах с своими друзьями в Крыму все время спрашивал: скажи, пожалуйста, что в аэропорту, что находится в такой точке? Ну, по жизни пришлось работать постоянно там, заниматься. Да нет, здесь спокойно, а там, говорю, и там спокойно. А какова ситуация? И здесь спокойно. А какая там вокруг военных баз? И там все тихо и спокойно. До момента, пока через Керченский протоку не начали идти вот эти зеленые человечки, ситуация была такова, что инопланетянин с спичечной коробкой мог захватить Крым. Следовало только выйти в средства массовой информации и сказать: порядок, дисциплина, благополучие. А теперь вот в этих условиях вбрасывается тема возвращения на родину, единства народа, чем продолжали болеть. Это все оставалось, и это остается и сегодня. Человек склонен к тому, чтобы искать мир, искать согласие. И поэтому игра на информации – это не психоз, это не психологическое, психоаналитическое оружие. Это поток информации. Вот обратите внимание, с чем Украина имеет сегодня дело. 90% времени постановка проблем, абсолютно бесплодная дискуссия. Ни о чем, да. Без любого, даже примитивного ответа. То есть, а мы должны делать вот так. Вот приглашайте сколько угодно депутатов, задавайте вопрос, никто из них не скажет, что бы он предлагал делать. Он будет рассказывать, какой плохой партнер, какой плохой оппонент, какой плохой тот и другой. Но на вопрос, что ты делаешь, что ты будешь делать, вы его ставите моментально в тупик. Поэтому в ситуации, почему я говорю о том, что нужно больше делать сейчас, а не оценивать то, что происходило тогда. Потому что то, что произошло с Крымом, господа, это не остановка. Это этап. Крым превращается в военную базу. Если взять весь этот южный округ вместе с оккупированным Донбассом, это единая группировка военная, которая сегодня разворачивается. Она разворачивается так, как весь этот фронт и эта система работала во времена Советского Союза. Она направлена в Балканы и юг, Ближний Восток, север Африки и так далее. То есть вот назначение этой группировки. Как ее будет использовать Путин, уважаемые господа, только с одной целью – увеличение агрессии и давления туда. Почему? Потому что не решены вопросы, с одной стороны, с Азербайджаном. Есть проблема Молдовы, есть проблема Балкан, которая, обратите внимание на Черногорию. Вы думаете, он использует Крым как плацдарм? Несомненно. Ответить будет нельзя, это украинская территория. За юбками женщин и детей. А что происходит на Донбассе? А что звучит в риторике Путина? Ведь тоже это же и звучит прямо. Из каких кварталов стреляют по позициях украинских войск сегодня? Поэтому ничего здесь такого, что уже не было в истории Советского Союза и современного Кремля, нет. И, к сожалению, сегодня уже нельзя разделить Путина, Кремль и то, что вы
пытаетесь называть российским народом, которого там нет вообще. Обратите внимание, на момент начала агрессии его поддержка была 72%, а сегодня 86%. Вот вам ответ, что цементирует то, что мы называем российским народом. Я вспомнила, были исследования интересные, проводились они, естественно, России в 94 году, понятно, памятный год, и большая часть, там огромное количество россиян считало, что Крым — это русская земля, потому что там живут русские люди. Так вот, в 2014 проводилось, опять-таки, я не думаю, что случайно, задавался подобный вопрос, подобное исследование, и большинство россиян считали, что Крым русский, потому что это русская земля. То есть люди уже не интересны. Вот это интересная история, вот это то, что вы сейчас говорите. Такая деградация как власти Кремля, так и самого народа, который уже не интересуется ни собой, ни соплеменниками. Я думаю, что там достаточно очень ушлых, хитрых и подлых людей, которые в свое время объяснили Путину, что противостояние мусульманского и христианского миров надо использовать. И когда умер Примаков, который фактически всю жизнь держал в уздах то, что называется мусульманским фундаментализмом в сегодняшней международной риторике, наступил момент все это, что было организовано, применить. И здесь аннексировать и захватить Крым, играть против крымских татар. Ведь вспомните попытку договориться с господином Джемилевым, когда просили, когда разговаривали. Я знаю, я разговаривал с Мустафой Аго, мне известно то, что он уже рассказал в средствах массовой информации об этом деле, и то, что он не может в силу высокоморальности, как человек, сказать. Потому что такие вещи вообще нельзя говорить, их слушать нельзя от президента соседнего государства. А тот себе позволял это говорить. Поэтому очень легко было в этих условиях разыграть эту карту, напугав одних татарами, других националистами, бандеровцами в Киеве и так далее. Поэтому вот создалось такое впечатление, поток информации, все тихо, потому что человек конформист по своей природе, он выживает в таких условиях. И оставалось очень просто войти туда, ну и просто сесть в кресла, которые были свободны. Теперь по поводу крымских татар. А кто не знал и не знает, что это та общность, которая всегда была высокоорганизована, очень мобильна, потому что понятно стало, когда вошли зеленые человечки, что украинское государство импотентно, оно не способно защищать. Войска фактически на 2/3 предали. Вот остались только отдельные очаги, поэтому люди решили себя защищать. И вот эта толканина, вот этот образ, когда возле парламента волна в одну, в другую сторону, вот это то, что я называю в истории, это противостояние. Вот этимология этого слова очень интересная. Противостояние, которое позже превратится в войну. Но это стояние. Противостояние, которое дальше выльется в войну, в оккупацию Крыма и всю ту трагедию, которую мы сегодня переживаем. Но нужно понимать, за этим стоит очень глубокая, аналитическая, изуитская работа Кремля. И здесь нет случайных вещей. И еще одно. Не думайте, что это унижение, издевательство над украинцами, россиянами и татарами, которые там живут, прекращено. Все это будет продолжаться до депопуляции полнейшей, разрушения инфраструктуры и превращения Крыма в единую боевую единицу. Путин по-другому не сможет держать Россию как государство. Поэтому, ища врага, создавая этого врага, нападая, а потом информационно обыгрывая эту ситуацию, он будет работать на этом. И опять же, обратите внимание, как трактуются крымские татары, которые сегодня остались в Крыму и пытаются противостоять этой агрессии. Как террористы. Да, террористы, экстремисты. Вот вам ответ на поверхности. Это уже возвращение к типичному совковой трактовке международного права и прав человека. То есть, когда есть насильник и жертва, то они в равной ответственности виновны за то, что происходит. Я вспомнила, вот то, что вы говорите, имеет место. В 2014 году я общалась с американскими журналистами, которые на полном серьезе задавали мне вопрос,
о том, что, то есть, о том, что в Америке ходили слухи о бойцах ИГИЛ в Крыму, о том, что не стоит ли посотрудничать с Россией именно в Крыму. То есть это была какая-то дичь. И я тогда убеждала людей, что, послушайте, это абсолютно пророссийские месседжи. Мне говорят, нет, это данные ЦРУ. Я вот хочу понять, что это за данные ЦРУ такие о боевиках ИГИЛ в Крыму. Опять же, давайте разделять информацию, которая лепится для того, чтобы лепиться, и конкретное поведение определенных лиц. Начиная с 1997 года Кремль очень методично работал против крымских татар. И появление радикального крыла, которое, опять же, обратите внимание, как оно трактовалось, это крыло. Это один фрагмент. Второй. Вспомните самозахваты и так далее. Ну да. Достаточно было вот таких 2-3 вещей, которые почему-то ставали всему миру известны. Другая сторона работала, решала социальные проблемы, развивалась, строила школы, медресе и так далее. И тут достаточно было захватить один участок, как моментально же ООН, ОБСЕ, Совет Европы, все об этом знали. Что это такое? Это обычные традиционные разработки. То есть, с одной стороны, крымская власть блокирует решение социальных проблем, а с другой стороны, потом Россия трактует это как некий экстремизм. Да. С одной стороны, создается причина. Люди пытаются ее разрешить, как организованная единица. Но об одном никто ничего не знает. Зато другое очень широко становится известным. Потом началась работа против лидеров, которым благодаря своему авторитету удавалось удерживать ситуацию под контролем. Почему-то стал неугодным Мустафа Ага. Вот не такой и все. Почему? Что и где он сделал так, чтобы против него такая волна пошла? Естественно, откуда? Оттуда же началась работа. И вот, с одной стороны, создание каких-то причин. Я никогда не забуду бывшего мэра Ялты, по-моему, Ялты или Симферополя, когда я, будучи вице-премьером, приехал, разговор велся о строительстве кафедральной мечети. Если сейчас помню, тот скандал, самозахваты, и я помню, спрашиваю, а почему вы не даете возможность людям построить? Документы оформлены. Он смотрит на меня, у него такой бывший отставник какой-то советской армии, у него такие оловянные глаза. Я не дам, потому что не дам. Я говорю, почему вы не даете им? Документы ведь оформлены. Не дам. Бывший совет проголосовал. Не дам и все. Я приглашаю председателя Совета Министров, говорю, вы найдите на этого человека управу. Он же просто не выполняет закон. Не дам и все. Отсюда абсолютно было понятно, что создавалась причина, чтобы крымские татары вышли, начали протестовать для того, чтобы это показать как радикализм и так далее. И это просматривалось в большинстве случаев. Ну а когда появилось радикальное крыло, тогда все закончилось. Я помню этот разговор в себе в кабинете заместителя главы администрации, когда пришла очередная группа, давайте сместим. Я говорю, неужели вы не понимаете? Вы убираете сейчас лидера, вас сегментируют, и вы уже никому не нужны будете. Ни своим, ни чужим. Вас просто там не будет. Вот это непонимание о том, насколько важны институты. Потому что Меджлис – это институт власти. Это политическая субъект. Здесь есть 2 вещи, на которые надо обратить внимание. Первое – это внутренняя организация и понимание того, о чем мы говорим. И второе – это внешнее. Ведь если посмотреть за эти 25 лет независимости Украины, то я могу выделить разве что Кучму, который понимал важность существования этого представительского органа, необходимости общения, необходимости создания совета совместного, который работал, периодически встречался, решал, не решал, но двигался как-то. Потом наступает пауза. Для меня эта пауза была абсолютно непонятна, почему прекращены были такие тесные сотрудничества, но благодаря тому, что политические силы оставались, они понимали необходимость сотрудничества с крымскими татарами, поэтому и наша Украина, и Батьковщина, и другие, они в своем составе имели представителей в парламенте Украины. И это продолжало бюджетные процессы, какую-то дискуссию, необходимость решения. Но
видно было, как бы идет такое сползание. Я не знаю, откуда бралось это сползание. Это внешнее влияние или внутреннее. Но начиная с 2011 года, я, будучи уже послом, вот мои встречи и с крымскими татарами и крымчаками, которые сегодня находятся в Беларуси и Литве, я уже понимал, что что-то происходит за рамками вообще цивилизованных отношений. Потому что тогда из этих встреч мне стало понятно, что их вообще рисуют как чуть ли не врагов. Вот, и такой транзитный центр. Вот, ну и тогда стало понятно, что и в Украине будет происходить то же самое. Формирование такого образа внутреннего врага. За счет того, что сохранялись коммуникации, это удавалось удерживать такую ситуацию. Ну а когда... еще один момент. Я глубоко убежден, что тема захвата части Украины началась отрабатываться в Кремле с 2005 года. Это было ощутимо в поведении, в отношениях Путин-Ющенко. Эти все, извините за непарламентский термин, разводок Путин-Тимошенко-Ющенко, это было точно, это тактика, типичная тактика, когда игра на противоставлении. Ну и вот в этот момент еще как-то сохранялся баланс, сотрудничество было какое-то, понимание внутри вот, за счет политических партий. Но придя уже, когда президентом становится Янукович, здесь еще позволю себе сказать такую фразу, он был приговорен. Изначально приговорен, да. И уже в начале 2013 года я от одних своих знакомых в России услышал фразу «он до Нового года не добудет». Ух ты. Не имело значения, будет временным исполняющим Турчинов, Порошенко, аннексия Крыма произошла бы. Захват Донбасса и попытка реализации проекта «Новороссия» совершалась бы. То есть Януковича приговорили, и поведение, если вот взять почасовое поведение Януковича в Киеве, подписание договора и потом расстрел и уезд, это свидетельствует о том, что да, конечно. Это уже не он. У нас остается очень мало времени. Я хотела бы, знаете, спросить у вас. Вот есть вопрос, он постоянно поднимается, о том, что, первое, если бы был решен вопрос о статусе народа, о крымско-татарской автономии, это могло бы как-то усложнить хотя бы процесс оккупации? Это бы усилило единство украинцев и крымских татар. Это первое. Далее, это усилило бы единство крымских татар внутри. Потому что будут признавать они или не будут признавать, но внутри самих крымских татар ситуация была очень плохая на этот момент. То есть их разделили. И разделили, к сожалению, даже не на две группы. Мне было это известно, и я сказал сегодня абсолютную правду, когда ходили по администрациях, в связи с тем, что я занимался территориями. И пытались найти, кто же поддержит всю эту ерунду, как дробить, как разделять Тогда людей. получается, что если принять эти законы сейчас, то это поспособствует объединению внутри крымско-татарского сообщества и объединению Украины и крымских татар. Я сказал в начале нашей программы свое видение. Нужно идти намного дальше. Нужно менять Конституцию, соответствие названия соответствующего раздела, нужно принимать соответствующие законы. Дальше нужно избирать такие формы формирования украинского парламента Крыма в экзиле, правительства, чтобы они обязательно учитывали ответы на вопросы, которые я сказал в начале. Это обязательно. И тогда мы получим ответ о единении интересов крымских татар, украинцев, россиян, которые являются патриотами своего государства. Тогда понятно, за что будут бороться крымские татары, за что будут бороться украинцы и россияне. Потому что сегодня ситуация такова, что как бы проблемы поставлены, но ответа на эти проблемы нет. Вы не найдете ответа ни в международном праве, с точки зрения такой диспозиции, ни в внутреннем праве Украины. Спасибо, Роман Петрович. Поблагодарим господина Бессмертного и не переключайтесь. После перерыва мы продолжим.